Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале «Новый век», в студии Чинчик Кашпукол. Коротко о главном. В начале года служба скорой помощи и Центр медицины катастроф в Кызыле объединили, что изменилось после слияния двух служб. Кадровые перестановки в республиканском правительстве. Вице-премьером, курирующим социальный блок, стал Шалбан Хапуя. Культурный человек, культурное общество. В Туве реализуется проект, призванный повысить уровень культуры населения республики. А теперь об этих и других событиях более подробно. Начнем выпуск с трагедии, которая произошла в Санкт-Петербурге. Напомню, накануне около 2 часов дня по московскому времени на перегоне между станциями Стенная площадь и Технологический институт метрополитена произошел взрыв. 11 человек погибли, около 45 пострадали. Глава Тувы Шалбан Караул выразил соболезнования в связи с трагедией. Цитата. «От имени народа Тувы выражаю соболезнования семьям погибших, пострадавшим скорейшего выздоровления. Прилагаю усилия, чтобы уточнить, есть ли среди пострадавших жители Тувы. Уверен, Национальный антитеррористический комитет, следственные органы установят все детали произошедшего. Будьте бдительны, земляки-россияне. Мир у нас на родине прежде всего зависит от нашей сплоченности и единства», написал глава Тувы Шалбан Караул в своем блоге. Отмечу, всю информацию о погибших и пострадавших можно найти на сайте управления МЧС. Также открыты телефоны горячих линий, они на ваших экранах. В начале этого года в Кызыле завершилось объединение станций скорой помощи и Центра медицины катастроф. Слияние двух служб должно было повысить качество работы неотложек, оперативность прибытия к пациентам. Благодаря объединению укрепилась материально-техническая база, создана единая диспетчерская служба. Какие еще изменения произошли после слияния двух служб и как это отразилось на работе медиков, узнавала наша съемочная группа. 1 февраля текущего года завершилась процедура слияния двух служб экстренной медицинской помощи – регионального центра медицины катастрофы и станции скорой помощи. С объединением изменился состав экипажей. Реорганизация объединила силы и средства двух отдельных служб, что позволило быстро и качественно реагировать на вызовы населения. Ситуация улучшилась, потому что в результате также реорганизации присоединилось еще отделение экстренной консультативной медицинской помощи в состав бригад экстренной консультативной медицинской помощи и медэвакуации входят врачи-специалисты и фельдшеры высокой категории квалификации. Не секрет, что бригады скорой помощи не всегда укладываются в 20-минутный норматив. Как отмечали сами сотрудники, объединение двух служб дало много преимуществ. Создание единой диспетчерской службы позволило оперативно передавать информацию и сократило время прибытия скорой помощи на место вызова. Скорая помощь. Здравствуйте. Заболевание сердца есть? Первый раз так, да? Увеличилась доля пациентов, которым неотложка прибыла в отведенный норматив за 20 минут. Расширился и автопарк. Автопарк нашего учреждения расширился. Мы в результате объединения получили 8 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе 3 реанимобиля. Кроме того, реорганизация дала экономию средств республиканского бюджета. Сейчас республика обеспечивает за счет собственных доходов только затраты на санитарную авиацию, которая в свою очередь осуществляет авиаперевозку больных. По словам заведующего отделением Салавата Кулара, санитарная авиация участвует в программе развития службы, итогом которой у санитарной авиации будет отдельный технически оснащенный вертолет. Планируется открывать авиамедицинская бригада. Это постоянная готовая бригада, будет базироваться в аэропорту. Объединением службы скорой помощи и медицины катастроф обоснованы и экономически. В первую очередь это сокращение дублирующих служб, в частности оптимизация кадров. Кроме того, появилась единая база лекарственного обеспечения. Главное, говорят медики, что благодаря слиянию двух служб медицинская помощь стала действительно оперативной. В день 14 бригад совершают около 200 выездов. Анастасия Маслова, Чинчи Самбуга, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». Главный врач перинатального центра Тувы Шалбан Хапуя назначен заместителем председателя правительства республики. Свое решение глава региона Шалбан Караул озвучил на аппаратном совещании и представил коллегу, который будет курировать социальный блок. По словам главы Тувы, на посту вице-премьера он ожидает от него волевых решений, обеспечения высокой исполнительной дисциплины. Назначен заместителем председателя правительства Хапуя Шалбан Хапуевич. С моей точки зрения, человек, обладающий достаточно волевым характером, на посту заместителя председателя правительства, курирующего вопросы социального блока, я ожидаю от него, прежде всего, достижения того, чтобы координация работы правительства по этому очень важному направлению, она находилась под особым оком, и, если хотите, чтобы доводилась информация до последнего инстанции.
На аппаратном совещании было озвучено еще одно кадровое назначение. Указом главы Тувы Министерства земельных и имущественных отношений республики возглавил Балатол Андар. С 2007 по 2016 год он руководил избирательной комиссией Республики Тыва. Ранее глава Тувы принял отставку исполняющего обязанности министра земельных и имущественных отношений Эреса Чульдума, занимавшего пост с июня 2014 года. Военнослужащих запасов в Туве приглашают служить в 55-й мотострелковой горной бригаде без отрыва от основной работы. Военный комиссариат республики объявил о проведении отбора в мобилизационный людской резерв среди жителей региона, ранее прошедших военную службу. Заявления могут подать все желающие из числа солдат и сержантов запаса в возрасте до 42 лет, отслужившие на должностях разведчиков, стрелков, пулеметчиков, саперов, радиотелефонистов и водителей. Кандидат в резервисты должен походить по медицинским и физическим нормам, соответствовать профессионально-психологическим требованиям к военной службе по военно-учетной специальности. Первый контракт с Министерством обороны в лице командира бригады о пребывании в резерве может заключаться на 3 года. Новый контракт может быть заключен на 3 года, 5 лет, либо на меньший срок до наступления предельного возраста пребывания в запасе. В Туве с этого года разница между зарплатами руководителей и рядовых работников бюджетных учреждений станет еще меньше. Глава республики Шалбан Караул подписал постановление правительства Тувы, исправляющее пробелы, внедряемые в бюджетной сфере с 2008 года новой системы оплаты труда. По этой системе зарплата руководителя, его заместителя и главного бухгалтера не должны превышать среднюю зарплату подчиненных более чем в 3 раза. Как пояснила министр труда и социальной политики Тувы Людмила Тасул, предложенные ее ведомством поправки в существующие правила оплаты труда касаются, в частности, более точного определения среднемесячной зарплаты сотрудников бюджетного учреждения. Она является базой для установления зарплаты руководящего состава. Минтруд считает, что среднюю зарплату по учреждению нужно рассчитывать без учета заработков высшего управленческого звена, руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. Это позволит исключить случаи, когда в одной организации одни люди могут получать зарплаты ниже прожиточного минимума, а другие до 100 и более тысяч. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 14 копеек, а евро 59 рублей 90 копеек. Сделаем перерыв на рекламу, а после продолжим. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Пластиковые окна всем. 2,47,47. Город окон. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Акай диагональю 99 сантиметров всего за 14 990 рублей. РБТ.ру. Это новости на канале «Новый век». Мы продолжаем. Вооруженный захват села Чахоль. Такова была легенда антитеррористических командно-штабных учений в Чахольском районе. Они проводились для того, чтобы повысить уровень межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти республики и местного самоуправления. По замыслу учений преступная группа осуществила вооруженный захват села Чахоль. Перед силовыми структурами стояла задача обезвредить противника и обеспечить безопасность населения. В условиях, приближенных к реальным, силовики со своей задачей справились, и уже подводя итоги командно-штабных учений, начальник управления ФСБ России по республике Тыва, руководитель оперативного штаба в республике Владимир Щуровский отметил, что поставленные перед участниками учения пункт цели и задачи достигнуты. Вместе с тем руководитель штаба определил дополнительные меры, направленные на совершенствование организации взаимодействия штаба и других участников антитеррористической деятельности, повышение уровня готовности сил и средств к возникновению угрозы совершения террористических актов на территории республики Тыва. Культурный человек, культурное общество – это приоритетный проект на сегодняшний день для Министерства культуры и туризма Тувы. К нему подключились и другие ведомства и учреждения республики. Более того, в нем участвует все население региона, начиная от детей младшего дошкольного возраста и старше. Наша съемочная группа выясняла, как Министерство культуры и туризма будет поднимать уровень культуры населения. Первый этап проекта завершен. Это диагностика уровня культуры населения. Как сообщила заместитель министра культуры и туризма Тувы, результаты оказались средними. Более точный прогноз будет известен к концу года. Сейчас разрабатываются раздаточные материалы, баннеры, листовки, брошюрки, видеоролики. Призываем, чтобы
каждый человек осознал, в какой земле мы живем, чтобы нам не было так стыдно за свою республику, за свою столицу, за город Кызыл. Довольно часто встречается и мусорят, и поведение населения остается желать лучшего. Данный проект направлен именно на неорганизованную категорию населения. Как известно, такая часть жителей республики ведут очень пассивный образ жизни. Мы хотим показать, как можно жить интересно, со смыслом и одновременно достойно вести себя в любой жизненной ситуации, добавляет министр культуры и туризма Тувы Алдар Тамдын. Неорганизованное население – это задача, в первую очередь, для меня это библиотекари должны работать с ними. И общественные организации, форум отцов, союз отцов, разные союзы есть у нас, союз писателей, композиторов, союз хумежи есть. Все они должны каждый брать свое направление и работать. Сейчас ведомство выставляет на оживленные места города и села республики наблюдателей. Те, в свою очередь, фиксируют, как ведут себя люди в обществе, и после этого делают анализ поведения жителей. Наблюдаю вот несколько дней, как люди за собой убирают мусор, выбрасывают в бачки. Вот в утреннее время более-менее нормально, а после обеденное время вот совсем другая картина получается. Мнения кызылчан по поводу уровня культуры в Туве разделились. Я вообще-то культуру в городе я оцениваю хорошо. Никаких замечаний у меня нет. А раньше здесь вообще было много бомжей на каждом сидении. А теперь все более-менее нормально. Ну как, вроде стало более нормально так. Молодежь ответственная стала, приветливая. Ну, считаю, вроде нормально. Я не знаю, не могу сказать. Но без культуры полнейшие. Остановки бьют, курочат. Такие красивые остановки сделаны. Все вот у нас на востоке там, все поразломали. Для нас делают, а мы все ломаем. 6 апреля стартует конкурс «Культурная Тува». Под таким названием будет создана группа ВКонтакте. Все желающие смогут принять участие в конкурсе. Нужно выложить интересные видеоролики о культурном поведении жителей региона. Причем принимаются как положительные, так и отрицательные примеры. Авторов лучших работ в Министерстве культуры и туризма пообещали наградить. Диана Баймбугузбуян, телекомпания «Новый век». Далее наша ежедневная рубрика «Новости короткой строкой». В понедельник были закрыты Усть-Буренская и Бельбейская ледовые переправы. Во избежание несанкционированного проезда по закрытым переправам подрядными организациями выполняется разрушение ледового покрова путем распиловки проезжей части, а также зачернение поверхности льда, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС. Действующих ледовых переправ на территории республики не осталось. С 29 марта открылся дополнительный авиарейс из Кызыла в Иркутск. Теперь по этому маршруту можно летать 3 раза в неделю. Рейсы на самолете Ан-24 выполняет авиакомпания «Ир-Аэро». В настоящее время, кроме Иркутска, регулярные перелеты из Тувы налажены с Красноярском и Новосибирском. Пассажиров поездов станут досматривать тщательнее, так что приезжать на железнодорожные вокзалы им стоит заблаговременно. Внимательнее будут досматривать не только на входах на вокзалы и станции, но и при проходе на Московское центральное кольцо. Это связано с тем, что в РЖД после взрыва в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности на всех объектах железнодорожного транспорта. В Хакасии появилось уникальное издание «Тувинские народные сказки» на хакасском языке. Книга – это совместный проект ХГУ и Тувинского госуниверситета. Чтобы подготовить издание, потребовалось 4 месяца. Его автором стала преподаватель Хакасского госуниверситета Инга Кызласова. Всего ученые из Хакасии перевели на хакасский язык 10 тувинских народных сказок. Глава Миноборнауки России Ольга Васильева рассказала о том, что родившие студентки смогут переводиться на бюджет в приоритетном порядке уже в следующем учебном году, сообщает РИА Новости. По словам Васильевой, это делается для того, чтобы девушки могли закончить свое обучение после рождения ребенка. Она также заявила, что в Миноборнауке поступило 86 заявок из 57 регионов на участие в конкурсе по созданию опорных вузов. А теперь о погоде. Завтра в Кызыле переменная облачность. Днем временами ожидается небольшой дождь со снегом. Температура воздуха ночью -3, -5, а днем +9, +11. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 708 миллиметров ртутного столба.
По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус 5 градусов, днем плюс 2, плюс 7. В Марадане ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 8 градусов, днем плюс 3, плюс 8. На Полке погода облачная, временами осадки, ветра нет. Температура воздуха утром минус 7 градусов, днем 0, минус 5. В Танзибе облачно, без осадков. Температура воздуха утром минус 10 градусов, днем 0, плюс 5. По всей трассе проводятся дорожные работы, проезд удовлетворительный. Это все, что мы успели вам рассказать к этому часу. Выпуск новостей также ищите на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Я передаю слово моей коллеге Анастасии Масловой. Эфир продолжит программа «Патруль». До свидания.